Всем моим подписчикам и зрителям привет, а кому-то салам. Меня зовут Артем, и вы находитесь на моем канале о путешествиях и не только. Некоторые мои друзья, знакомые упрекают меня в том, что на Кавказе нельзя отдыхать с комфортом, и что там нет нормальных ресторанов, кафе, отелей. В этом блоге я вновь буду крушить стереотипы, потому что на Северном Кавказе есть хорошие кафе, есть хорошие рестораны, отели, гостиницы. Здесь определенный момент релакса существует. Кто хочет вот такого спокойствия и подняться в горы, и вот здесь находиться, и выключить интернет и Wi-Fi, скажем так, да, и просто понаслаждаться вот этой горной природой, но это дорогого, скажем, стоит. Некоторые из них я покажу вам в этом блоге. Конечно же, я был последний раз в Ингушетии и буду показывать на примере Ингушетии какие там отели, но совсем скоро у меня еще выйдет и блог из Дагестана. Поэтому прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, бейте в колокол, чтобы не пропускать мои следующие влоги, а также прямые эфиры. Ставьте лайк не глядя, пишите ваши комментарии по ходу этого видео. И самое главное, если вы хотите поддержать мой канал, то вся информация внизу в описании под этим видео, либо нажимайте кнопку «Спонсировать», у меня все открыто. И никуда не уходите и не мотайте это видео. Поехали! В Ингушетии есть очень такие добротные, хорошие места для проведения вашего досуга. И вот я приехал в Майское, здесь вот такой вот замок, отдельные домики есть. Ну, это если вы хотите с друзьями как-то так вместе, чтобы вас никто не слышал, или у вас шумная компания, можете арендовать вот такой домик и отдыхать. Там у нас кукуруза растет, поле. Давайте еще посмотрим. Фонтан. Хорошее место, да, красивое. Ой, тут рыба даже плавает, ничего себе. Класс. Ого, осетр вон, по-моему. Я вообще такого... Последний раз я такое видел, по-моему... Да даже сейчас вспомнить. Где-то мы в Испании, по-моему. Классно как. Кстати, рыба есть в каждом. Здесь вот тоже есть рыба. Прикольно придумали, правда? Позже я узнал, что не для красоты, потому что ее отсюда же прям вылавливают и будут ее жарить. И я это узнал, когда заказал форель на мангале. И вот сейчас я жду человека, хочу посмотреть, как ее будут вылавливать. Но мне ее жалко стало. Но это, в принципе, как барашку. Для этого и выращивают. Вот. Вот видите, сколько рыбы здесь. Очень много. Жалко, сейчас вас поймают кого-то из вас и зажарят. Как-то прям даже не по себе. Но я рыбу очень люблю. Я люблю рыбу. И я люблю курицу, индейку. Барашка я не люблю. И к говядине отношусь тоже так. Вот. Ну, свинину я вообще не ем. Ни в каком виде. Но вообще территория здесь, конечно, шикарная. Мне прям нравится. Ой, здесь даже и голуби есть на территории этого ресторана. Да, вот голуби. Сейчас подойдем, посмотрим. Красиво все очень. Живут здесь голуби. Там люди отдыхают, я туда не пойду, и женщины есть, снимать нельзя. Вот я заметил, поэтому не пойду туда, а то будете меня критиковать.
А этот ресторан «Замок» находится в Майском, в пригородном районе, про который я так часто говорю и который был в Советском Союзе незаконно передан в состав Республики Северная Осетия. И здесь в основном ингуши живут, работают. Вот. Друзья, что касается цен в ресторане «Замок», то они особо не кусаются. Средний чек будет составлять от 1000 до 1500 рублей. Но согласитесь, это недорого, особенно если вы приехали из Москвы. Мало того, свежайшую рыбку вам поймают из этого вот небольшого пруда, либо фонтана и приготовят. Правда, мне ее жалко стало, но рыба была вкусной. В целом, мне очень понравилось. Друзья, ну что, вы готовы? Прямо сейчас я буду разрушать у некоторых людей стереотипы по поводу того, что на Северном Кавказе нельзя отдыхать с комфортом. Держитесь. Так вот, можно. Я вам сейчас покажу несколько отелей, которые находятся в столице Республики Ингушетия, в городе Магасе. И начну я, пожалуй, с самого топового отеля Ингушетии — Артист Плаза. Пошли. Идем на ресепшн. Туристическое агентство Light Tour. Ну да. Ну ничего себе здесь. Как шикарно. Да, это мы в какой номер сейчас идем? Стандарт или полулюкс? Да, Это делюксы идут. делюксы. Но разница небольшая между стандартом. Ну, здесь просто комната. Ну Это да. будет люкс, это делюкс, то стандарт. Тут ничего себе. Нет, да, нужно карточку ставить. Угу. Ну, Есть фильмы про есть. есть, да? Ну, номера, конечно, шикарные. Я не ожидал. Вот, пожалуйста, это в Ингушетии. Артист Плаза. А сколько стоит этот номер? 5500 в сутки. Да? Да здесь стандарт не хуже. Стандарт тоже самое практически стандарт. А это какой? Это люкс. А, вот люкс. Это делюкс, это люкс. Люкс. Конечно. А он сколько стоит? 8. 8000. А, 12? 12 уже. 12. Ну сейчас летний сезон. Летний сезон, да. Ничего себе. Есть один человек, 10 тысяч. Да. Капец, конечно, я в шоке. Шикарный номер. Кто мне здесь сказал, что на Кавказе и в Ингушетии нет хороших гостиниц и отелей? Вот, пожалуйста, пятерка. Так выглядит номер здесь. Ну, конечно, я выбрал люкс. Вот, сейчас. Мы еще. Вот. Круто. У меня есть друг, которому это понравится. Это специально для него. Он любит комфорт. Так, а это какой номер? Это тоже к Тоже? нему. А, Да, с ним же, это зал просто. это все конференц-зал. вместе я уже. Это конференц-зал Это как- такой, ну деловая да. комната. Здесь позвал своих ребят там, с кем совещаться. Ну да.
Ну, конечно, здесь все прям Даже стандарт посмотри, стандарт. цивильно. Ты можешь стандарт заезжать без проблем. 4000. Стандарт покажешь? Где стандарт? Оно все такое же. Такое же? Всё это- Покажет тебе сейчас сауну и Смотрите, это же немножко другие номера, но там заселёнка. Ну, номер суть. другой. да. Ну, они тоже самые стандарты. Стандарт такой же, только что Цена, песком. цена. А, да, еще сауну здесь А. на 7 этаже. То есть, папа, смотрите? да, давайте. Это будет 7-й этаж, администратор стоит. Да. А, С хорошо. хамам не покажем, но сауну. Да, Приятно. хорошо, спасибо. Там все такое шикарно, красиво. Слушай, тут крутая гостиница. Да, вот. Крутая, я же говорю, я Да. с ЮАР, что сюда привез. Он говорит, что ты мне раньше не привез? Ему показать, как это, чтобы Да. показать. Так мы ехали, Конечно, приятно там было, чтобы они увидели. Конечно. Что здесь цивильно, не знаю, как описывается. Ну, лестницу тоже можешь снять, пока мы ждем. Покажи. Панораме было? Нет, Панораме тоже можно. Здесь? Здесь 4 звезды официально. А. Только 4. 4 звезды. Можно спокойно. Ну, здесь немножко опций. Да? Бассейн. А я всем говорю, что 5. Я опять думал здесь, да. 4 только, он классный. Здесь 4. Да. Вот на этом экране, я говорю, постоянно показывался презентационный ролик Ингушетии. А, здесь постоянно, да, Да, покажи. вот здесь? Да. Включено. Ну, тут прям на все 5. Тоже. Да, я говорю 5, просто она говорит бассейн. Бассейн. Хватает бассейна, чтобы можно было на крыше установить их. А, ну да, в принципе. Здесь хамам огромный. Сауна, бильярд, бесплатно входит в номера. она сказала. Ну как бесплатно? В счет. Ну, Счет счет номера. номера, да. А хамам отдельно заплата. Так, тут. Здравствуйте. Ой, вас снимать нельзя, да? О, здесь бильярд, да? А свет можно включить у вас? Чтобы. Здесь, значит, играют в бильярд, можно отдохнуть. Для тех, кто очень любит заниматься. Так, куда? А, вот. Видно отсюда. Вид. Вот это Колойдан со своим камнем. Помнишь, из Певикова не читал? Про что? Из Про. Певиков. Вот Колойдан. А, из Тимовиков читал про Калоя, да. Здесь ханам. Так, здесь есть сауна. Это массаж, да, здесь? Да. А мы идем в сауну смотреть. Вот. Это здесь туалеты, души. На всех хватит. То есть комната отдыха, вот хамам. Угу. С видом на город Магаз. Так, это у нас просто здесь комната, видимо, отдыха. Тоже с видом на башню Согласия. И на мечеть, которая вот строится. Даже лестница особенно. Ну, чтобы там это самое, боец, на прокурор дает, да, стучат. Подожди, помоги, если возможно, чтобы исправить. Хорошо? Сейчас наберете. Сумку оставь. Хороший парень, да? Ага. Спасибо, если что, на связи. Здесь О. вот даже что происходит. Потом, ну, в смысле, всякие свадьбы. Свадьбы здесь делают. Свадьбы бывают, ну, всякие банкеты разные. Гости, видишь, там сцена. Мгм. Вообще шикарно, я таких даже не видел, там закрыт, ну, там люди. Да, да, Это, короче, это банкетный зал. да. Ну, и рестораны, О, и банкеты знал. Конечно, здесь. Здравствуйте. Здесь И шикарно. рестораны, и банкетный зал одновременно. Ресторан. Свадьбы здесь часто у вас? В воскресенье. Ну, здесь все прям красиво.
Паркет. Музыка. Слушайте, ну круто. Кто еще говорил о том, что в Ингушетии нет сервиса и уровня? Вот вам, пожалуйста. Правда, я думал, это 5-звездочная гостиница, а оказалось, Артист Плаза всего лишь, ну как всего лишь, 4 звезды, ну такие добротные, 4 с плюсом звезды. Впечатляет, конечно, впечатляет. Да. А там что? Просто конференц-зал, да? Столовая там? Там я здесь просто посмотрю, здесь написано конференц-зал, да. Вот. Зал совещаний. Здесь совещание в основном. Да. Ну я покажу, как выглядит. Да, вот такой здесь конференц-зал. Здравствуйте. Вас снимать не буду. Тут ремонт, люстру, лампочки, видимо, меняют. Вот. Сейчас заглянем. Тут заглянем в другой зал, да, тут убирают. Да. Большие такие. А вот здесь как раз таки ничего не ремонтируют. Большой, причем комфортный, удобный на много-много человек конференц-зал. Сюда даже президента можно, не стыдно. А здесь были? Да, был Путин. Ну Здесь вот. много совещаний было. А, ну вот. Посмотрите, какой шикарный зал гостиницы. Здесь даже исламский форум был. Так, это нам на самый верх туда, по лестнице. Нам нужно было сразу подняться, мы что-то не подумали. А, там кто-то купается. Постараюсь не снимать. Ой, аккуратней. А, вот купол. Я думал, тут бассейн. На мечеть. Вид на мечеть. Аспект. Да, вот мечеть уже. Достраивают красиво, конечно. А тут что, здесь просто так, да? Да, ну что-то у него может играть, теннис. Вот столы, видишь, для тенниса. Теннис. Угу. Так, это хамам. Я не знаю, что здесь. А, ничего себе, здесь тоже. Налили здесь джакузи. А, тут уже все. Там ничего не увидишь. Там уже туман. Там уже всё. Да, вид зато красивый сейчас. А прямо через дорогу находится еще один отель, он называется Магаз. И на самом верху этого отеля есть замечательный ресторан с панорамой. И я вам его тоже рекомендую посетить, но правда мы были во времена карантина и, естественно, там были введены ограничения. Но в любом случае рекомендую, потому что я не думаю, что мои друзья, да, ингуши стали бы меня обманывать. Ну а сейчас мы просто посмотрим номера и поговорим о ценах в этом отеле. Вдруг вам понравится и вы захотите там арендовать. Это не реклама, это я хочу просто показать вам, что действительно можно отдыхать с комфортом и качественно в Республике Ингушетия. Здесь. Какое впечатление? Здрасте. Номер люксы. Да, смотря, был же, да? Вообще был здесь. А, не работает? А, А номер هل شبه Подожди. просто حلو والله يا شيخ. Да, снимать والله. Гогер ولا. А что он выгодно, ты что он говорил?
Ресторан Боб Джарц. Ресторан работает, кстати. Наверху? Здесь очень вкусно готовит. Отсюда же заходит, да, в ресторан? Да. Да, на 6-м, на 5-м. На 6-м этаже просто по лифту. Ребят. А, по лифту до 5-го, потом пешком поднимаешься. Со стандарта давайте тогда начнем. Да. Сколько этажей здесь? Здесь 6 этажей все. Магаса называется, да? Да. Ой, я лучше Бразилия, я лучше. Это стандарт. Сколько он стоит у вас? Он стоит 3200. С Три- одного человека и местное размещение 5000. А, если вдвоем, то 5000. Мгм. Как-то у вас ценовая политика странная. В Европе не так. Я плачу 3200 и вдвоем живешь. За Ну, в 3200. Турции то же самое, ты платишь там, ну, 180, по-моему, евро. Мы платили, там Стандартно. вот 2-3. Здесь странно. Получается 5000. Это в Москве тоже, я снимал двухместный номер, и ко мне не мог прийти в гости, понимаешь? Так, это Это полулюкс. полулюкс. Сколько он стоит? Он стоит 5000 На одного? на одного, да. А за двоих? Нет, полулюкс стоит 4200 и... Вот, ладно, не будем что ли. 6000 за двоих. Ну, Ладно, тоже. тут нормально, да. Да. Хорошо, да. Чисто. Сейф, все есть, все предусмотрено, чай, кофе. Так, а остальные номера выше, да? Можно поехать сейчас. Или здесь тоже? Да. Здесь и? Здесь тоже так. Это, Комната. так, это у нас люкс. Да. И он стоит Он стоит 5000 за одного. 5000, а за двоих? 6 6000 за одного, а за двоих? 7500. 7500. А если третий человек? Вот. Одна кровать. Диван есть. Есть. Вот в Турции, в Стамбуле я останавливался. У нас тоже был люкс, но один нас ночевал на диване. Ну, а мы не платили за каждого человека. Ну, тут такая ценовая политика, если что уже. Кондиционер, это очень важно. Очень часто не бывает. Так чисто, хорошо, да, просторно. Есть еще президентские на 5-м этаже. Но я не Да. уверен, что он подготовлен. Хорошо, тогда не нужно. Нужен, показали. Президентский это для крутых, можно так сказать. Простой человек это максимум до люкса. Да так все хорошо. А он сколько стоит? Он стоил 15, но он сдается сейчас за 10. До 10 тысяч. Опять на одного? Где? Вообще берешь за 10. Проще тогда президентский брать за 10. Друзья, если вы хотите поправить свое здоровье, дышать свежим горным воздухом, любоваться на невероятные горы, тогда вам нужно останавливаться в курортном комплексе Арамхи, который находится в Жиразском районе. Я делал про него блог, вы сможете перейти по ссылке, посмотреть полный выпуск и про лайк не забудьте. Ну а сейчас я просто хотел бы вам еще раз напомнить, это очень хорошее, замечательное и душевное место. Ну, а сейчас я покажу простой стандартный номер. В таких номерах мы все с вами останавливаемся, когда едем в какие-то поездки, ну, потому что президентские, либо люксные. Ну, не по моему, например, карману, это просто здесь меня встретили как дорогого гостя, так как Ингушетия меня знает, и на самом деле мне очень приятно, я был удивлен, когда открыл свой номер, я был в шоке. Надо было, наверное, сразу снимать свои эмоции, когда только-только я все увидел, но я приехал не один, я приехал с друзьями, с детьми, и дети вперед туда забежали. Кстати, дети меня и снимают, чтобы не думали, что у меня тут какая-то заказуха. Идем простой номер, здесь мои друзья остановились. Вот, покажу вам. Здесь точно так же ванная. Все чисто, все хорошо. Единственное, что здесь ванная без джакузи, не будет пузырей. Но в этом нет ничего на самом деле страшного, и без них как-то можно обойтись. Две кровати здесь будут жить
мои знакомые, девушки, вот, и дочь моего друга, одна из них. Чистое также постельное белье, ингушские башни, телевизор, стол, чайник, телефон, по-моему, мини-холодильник. Нет, здесь его нет. Здесь лежит зарядка для ноутбука почему-то, чья-то. По-моему, моих друзей даже. Если вы думаете, что... Да, балкон, конечно же, будет не таким просторным, как в люксе, но не вижу в этом ничего плохого. Здесь тоже хороший вид на горы. И сосны поближе. И также дышится хорошо, то есть, чтобы вы не думали, что чем-то хуже. Вот. И если бы я сюда приехал просто, да, я планировал в этом году сам приехать сюда, но когда узнала администрация Арамхи, что я приезжаю в горы, плюс мои друзья в Ингушетии, да, Райсхан, я назову имя, очень замечательная женщина, большая патриотка своей республики, но она не могла не сделать мне вот сюрприз со своей семьей, и она решила меня по-царски встретить, по-княжески, если правильно говорить. Хотя у ингушей не было ни царей, ни князей. Как-то так, поэтому ставьте лайк, если понравилось. Чуть не разбил свой телефон. Вот. И никуда не уходите. Мое мнение, как говорится, это мое мнение. И я остаюсь, конечно же, при нем. Мне в Арамхи понравилось. А давайте спросим мнение у других людей, у туристов, которые приехали из других регионов России. Что они думают? Вас зовут? Меня зовут Марат. Откуда вы приехали? Мы приехали с Удмуртской республики, город Можга. Маленький городок, у нас 50 тысяч населения. Занимаемся спортом, плаванием активно. И С семьей, да, приехали? Нет, мы приехали с сыном. С сыном? Да, вдвоем. супруга не смогла, так как на работе, скажем, не получилось у нее взять отпуск. Вот. Узнали, познакомили нас с Павлом, трехкратным чемпионом мира. Вот. Связались, он нас охотно поддержал, взял нас в состав группы, и мы прилетели с двумя пересадками, можно сказать, но добрались, как бы ни было. А вы летели через Владикавказ? Мы летели Магаз. Магаз Да, сразу. да. Москва. Мы с Можги, с Удмуртии доехали до Казани, с Казани на самолете до Москвы, Москва, там Магаз. пересадка. Москва уже Назрань. Вот. Занимаемся, очень довольны, что мы попали, скажем, в такое чудное место. Находимся в горах, 1500 над уровнем моря. Чудесный воздух, птицы поют, это прям вообще в голос, ничего не слышно, даже по сторонам, что происходит, только птицы. Вы сюда, одним словом, приехали Рай. совмещать приятное с полезным. Да, приятное с полезным. В горы выезжали? Конечно, в горы выезжали. Что понравилось вам нас. в горах? Понравилось очень башни, смотровые башни, вот, там Родовые башни, водопад, да, Ингуши? Да, водопад очень красивый. Лежгинский? Да, Лежгинский водопад. Вот. В гору не поднимались на столовую, либо Нет. не стали, да? Нет. Это первые дни вот мы экскурсии прошли, а потом пошли тренировочные процессы. В столице Ингушетии, Магасе были? В Магасе не был. Назрань? Был в Владикавказе. Владикавказ это Северная и Осетия. Да, туда мы съездили. Там вам понравилось? Понравилось. Да, везде свои, как говорится, свой колорит, скажем. Съездили на рынок именно. Во Владикавказе? Овощной. Да, в Владикавказе. Просто интересно на Кавказе побывать на рынке. Да. Вот. Походили, понакупали. Карантин не помешал? Фруктов. Там Нет, работает? Нет, Да, там все работает, рынок на полную. Их аджики там местного производства своего там кое-что купили. Вот. Фруктов набрали свежих, хороших, просто детишек подкармливать. А вы с какими-нибудь трудностями столкнулись здесь? Может быть, что-то не понравилось, либо, я не знаю. Здесь, о минусах, просто вот. Здесь нам понравилось все. Все, да. Единственный момент, что погода очень переменчива. Это горы. Тепло, и позагорал. И тут же погода перешла в ливень, в мощный ветер, и опустилась
до низкой температуры, скажем, резко. Вот про этот момент- загорал, вот, Ага. Ну, вот, да. это сгорел уже. Да, да, солнце очень непростое солнце, да. Чуть полежишь и сразу, ну, где-то походишь, сразу цепляет. И тут же может перейти погода и стать плюс 15, с 27, скажем так. Вот. Ну, это природа, у природы ведь нет плохой погоды. Ну да. Вот. Это все жизнь, это нормально. Минусов таких вот лично для меня нет, кроме как это дорога добираться. Вот. Это минусы с этими авиалиниями. Я не знаю, что происходит. Это всегда так. Или, может быть, Нет, в это момент пандемии, в период пандемия, пандемии, да. да. Потому Проблема. что у нас переносили, когда сюда летели, 3 раза рейсы переносили, мы пандемия. 3 раза перебронировали, покупали, а сейчас улететь не можем. Вон В данный оно. момент, да, пришло сообщение, что наш рейс переносится на позже, там на 3 часа, и мы уже приезжаем, а наш самолет уже улетает в Казань. Вон как. Мы не Они успеваем на следующий почему переносят? Потому что пустые самолеты. Они ждут, когда людей собрать. да. Это из-за карантина, да, все. Да, вот так вот. И вот сейчас решаем вопрос с поддержкой, решаем, как нам уехать. Потому что самый ближайший вариант, что они могут предложить, это сутки стыковочный рейс в Москве. Что мы там в Москве сутки будем Ну делать? да, в аэропорту ночевать, это неудобно с ребенком. Да, вот рассматриваем Владикавказ вроде бы, оттуда полететь. Ну, посмотрим. Ну, надеюсь, что у вас все будет хорошо. Сыну нравится здесь? Сыну нравится. Хорошие ребята, живут они там все. Конечно, как у всех детей, еще сыну 10 лет, скажем, как у всех детей, где-то немножко ссорятся, потом опять мирятся. Это жизнь, они учатся дружить, учатся там друг друга выручать, скажем, в каких-то ситуациях, учатся делиться всем, что, скажем, дорогим, что у них есть. Вот. И тем самым происходит, он очень доволен. Конечно, скучает по дому уже. Все-таки 2 недели подходит, через 2 дня. Мама там. Да, скучает, но здесь он ни разу не пикнул, что я устал, что мне тяжело, что мне все в своем режиме очень нормально. Ну и самый главный вопрос. Вы бы вернулись сюда еще раз по возможности? Вернулся бы. Вернулись. Конечно. Есть Почему что-то нет? пожелать подписчикам, зрителям, я не знаю. Пожелать хотелось бы то, что действительно вот здесь определенный момент релакса существует. Кто хочет вот такого спокойствия и подняться в горы, и вот здесь находиться, и выключить интернет и Wi-Fi, скажем так, да, и просто понаслаждаться вот этой горной природой, ну это дорогого, скажем, стоит. Подышать этим воздухом и пообщаться с этими чудесными людьми в Ингушетии, с местными людьми. Очень доброжелательные люди, очень такие, что прям, говорю, что с душой, действительно с душой. Вчера с бассейна мне не хватало места, скажем, в автобусе. И здесь были отдыхающие, приехали ингуши, и они покупали здесь в бассейне. И выше, я говорю, ребята, вы вниз поедете? Он говорит, вам вниз, что ли? Говорит, надо? Да, говорит, вниз. Я говорю, ладно, я дождался, 4, они меня посадили, поехали. А в результате, оказывается, им вообще не надо было никуда вниз, им надо было вот только спуститься, буквально. Да, это гостеприимство. Чуть-чуть, да. Он говорит, я говорю, так вам же, ребята, не надо, зачем вы поехали? Я спущусь пешком, говорю, да. Вот. Они говорят, у нас так не делается. Если гостю надо туда, мы съездим, отвезем вас и вернемся назад. Я, конечно, был очень приятно удивлен. Спасибо большое за ваше мнение. Всего хорошего. Пожалуйста. Главное, до дома, чтобы вы добрались нормально. Дай Бог. Все. Спасибо. Дай Бог доберемся. Вам спасибо. Мое мнение, как вы видите, совпадает с мнением людей. Людям понравилось в Арамхи, в республике Ингушетия, и вам рекомендую. Тем более в Арамхи есть замечательный еще ресторан, и бассейны, и сауна, и баня. И я говорю, медицинский центр, где вы сможете поправить здоровье, и все достопримечательности, это ингушские башни, да, замки и так далее. Все это находится прямо вот близко и рядом. Вот рекомендую вам там побывать.
надо, но... А если надо его человек? Как Для нам, да? тебя? Для тебя ничего не надо. Вообще просто. Ну, одноместный, у нас двухместные номера. А если улучшенный, там, я не знаю, как Мы это- сейчас будем делать новый ремонт Мгм. как раз под категории. Мгм. На данный момент у нас стандартные все двухместные и трехместные номера. Да, ну, там неплохой, мне здесь нравится. Кондиционер. Нам вечером какой кондиционер открыл и Здесь все. нормально. Здесь всегда в горах же, всегда ветер, прохладно, нормально. Это нам вот нужно были вот такие снаряжения вчера. А, Ну тоже номер двухместный, он в ремонте. Мгм. Еще не закончен, можете посмотреть. а, здесь вон как сделан. Да, кровать. Да, удобно, да. Нет телевизора, заметил. Телевизор мы убрали пока. Временно. Значит, будет телевизор. С первого числа все номера будут готовы у нас. Ну, комфортно, красиво. Горы, бассейн, вместо моря. Ну да. Покушать есть где и недорого, самое главное. Давай. Сейчас вам покажу ресторан Эрзи. Он находится наверху. Цены вам покажу сейчас. Это самая важная тема. Когда меня всегда спрашивают, что я не показываю ни про еду, ни про цены. Интересно. Ну вот, давайте посмотрим. Что вы здесь сможете заказать себе в этом замечательном ресторане? Ну да. Стейк на косточке 550 рублей, стейк отбивной 370 рублей. Что-то есть котлеты на гриле 360 рублей, мясо на гриле 360. Рыба есть разная, тоже стейки. Вот форель. Форель ваша? 450 рублей. Здесь водится, в реке Аса. Люля... Да, вот в Армухе есть тоже. Бастурма. Единственное, я не вижу чапель. Чапель там внизу. Внизу. Это чисто, понимаешь, что с мясом связано. То, что с мясом. Все, понял. Все внизу есть. Так, здесь вот зоны. Самое то, это с таким видом на Слову гору. Самая лучшая это какая? Здесь, вот здесь, там. А, вот здесь мы вечером как раз таки сидели вчера, ужинали. Шикарный вид. О, здесь, конечно, шикарный вид. Да, согласен с этим. Еще даже можно окно открыть. Помнишь, все. Куда мы поднимались? Ну да. Столовой горы, куда мы тоже поднимались. Да. Да, дошли до храма. Да, получается, вы можете вот закрыться, чтобы никто не подглядывал. И отдыхать. Все здесь из дерева, ну, приятно, да. Вписывается в природу ресторан. Цены приемлемые, не так уж и дорого. Особенно для тех, кто приезжает из крупных городов, как Москва, Санкт-Петербург. Не кусаются. Потому что в магазине даже вот там, где у нас тут есть, нету, к сожалению, не вижу лосося, но даже дорадо. Одна рыбка будет стоить 500 рублей. Здесь она готова 400. Приготовлена в ресторане, то есть недорого. Да, здесь чапель. Вот все здесь, все, что есть у нас, не считая вот этого, начиная от холодной закуски, салаты, первые блюда. Европейская кухня здесь. Все есть и то, и это. Потом национальная кухня, вот самое то, видишь, духал там. Стыковый 100 рублей, Это с творогом самый. 100 рублей. К чаю самое то, вот это опять же чапельки. Вот духалтом, другой баранина, говядина, вяленое мясо, духалтом курица, чапель с картошкой, с творогом, с тыквой, кодер, самое то, кстати говоря. Вот, все есть, соусы, гарниры, все, что нужно. Конечно, чай с чабрецом, самое то. Горная трава. Вот. И вот это, кстати, кто не ел, советую, очень даже советую. Грецкий орех, варенье из грецкого Варенье. ореха. Да. Это где же я? В Армении, по-моему. В Армении, кстати, много. Любят. Потом еще шишки, варенье шишек, Вот варенье шишек. местная вода, абанхи, чараска, ну это Тахтария наши братья грузины. Так что все есть. Вот так. И недорого. Все отлично.
так. Ну что, друзья, я смог вас убедить в том, что на Северном Кавказе, в той же республике Ингушетия, можно отдыхать с комфортом. Также можно отдыхать и в Чеченской республике. Я надеюсь, что я туда отправлюсь уже, правда, на следующий год. И еще раз все пересниму по-нормальному, потому что там действительно очень хорошо, душевно, гостеприимно. Плюс про Дагестан буду совсем скоро рассказывать. Поэтому, если вам понравилось это видео, поставь ему лайк, подписывайтесь на мой канал. И самое главное, не забывайте, не ищите 1000 причин не путешествовать. Ищите миллион причин, чтобы поехать и полететь. А с вами я не прощаюсь, я говорю до встречи. Берегите себя.